Ну что, дорогие друзья, я думаю, можно уже начинать. Сегодня я, скажем так, поменяла место своей дислокации, потому что правильно, я думаю, сказала Галина Никишна, что сцена, она прежде всего, конечно же, для наших дорогих и уважаемых и талантливых артистов, которые сегодня вас в очередной раз будут радовать. Давайте им поаплодируем, настроим их на замечательное выступление. Они сейчас волнуются и между тем очень рвутся сегодня на нашу сцену, чтобы обрадовать вас и подарить вам заряд положительной энергии. Ну давайте еще раз поаплодируем нашим актерам театра ОМОН. Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Коллектив театра общественного движения «Альтруисты», АНО «Сплав», директор театра Светлана Вильданова, директор АНО «Сплав» Константин Абадокин приглашает вас принять самое активное участие в спектакле, который мы решили назвать «Наши прекрасные леди». Вы, конечно, помните, у нас актеры и зрители – это единое целое. Вы сопереживаете актерам, поддерживаете их и по мере своего умения и желания активно участвуете в спектакле. Ну а актеры делают все возможное, чтобы вам было тепло, светло на душе и хорошее настроение. Вы после спектакля обязательно передали как эстафету всем окружающим. Согласитесь, чтобы сделать общение взаимно приятным, необходимо обладать хорошими манерами, позволяющими проявлять уважение к окружающим. По-настоящему воспитанный человек корректен всегда. Хорошие манеры – лучшая защита от дурных манер другого. Так говорил Честерфилд. А воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы и уступчивы. Это, в свою очередь, утверждал наш великий классик Антон Павлович Чехов. Его, я думаю, вы все от мала до велика знаете. Ну что ж, знакомимся с нашими персонажами. Итак, Лизетта.
Ну что ж, первый урок преподавания был. И настало время перейти к следующему уроку «Стилист». А, нет еще. Не своей яркостью, а своей элегантностью, изысканностью и говорить о вашем хорошем вкусе. Макияж не должен быть вызывающим. Косметика должна только подчеркивать природную красоту. Нужно стремиться к созданию впечатления, что косметики на лице вовсе нет. Но макияж создает ощущение завершенности и продуманности всего образа. Ну а прическа отражает и характер человека, и специфику его работы. Итак, посмотрим, что же нас ждет во втором уроке, который, я напоминаю, урок стилиста. Наставница Светлана Леонидовна. Следует уделить манере держаться, осанке, походке. В повседневной жизни красивая походка составляет важную часть имиджа. И нашим девушкам и вам, уважаемые зрители, в этом помогут наша наставница Светлана Леонидовна. Не стесняйтесь, дорогие друзья, у вас сейчас есть прекрасный шанс потренироваться прямо сейчас в этом зале, возле сцены. Итак, смелее. Юные, очаровательные леди тоже могут с огромным желанием принимать участие. Малыши, выходите на сцену. Ну, в принципе, все поколения могут выходить на сцену. Посмотрите, как красиво, правда?
к нам на сцену, продемонстрирует нам свое умение владеть музыкальным инструментом. Давайте его еще раз поддержим аплодисментами. Супер. Еще раз попробуй. Вам нравится? Замечательно. Давайте попробуем еще раз. Следующая участница. Перед вокалом семечки не кушают, даже те, кто играет. Поэтому, пожалуйста, следующая участница. Она у нас скромная, застенчивая. Она, наверное, кушает слишком много семечек, поэтому не может петь. Следующая участница. Ой, а музыка. Видимо, наша участница ходила в зоопарк очень часто. Да? И дружила с Михаилом Потаповичем. Следующая участница. Правда? О, начинает просыпаться голос. Поем. Что споем? Я люблю тебя, жизнь, что со мной посильнее меня. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова.
моя жизнь. И надеюсь, что это взаимно. Молодцы! Аплодисментами, на которые вы, я знаю, способны. Встретим, сейчас я вам скажу, кого. В принципе, этот талантливый артист не нуждается, конечно, в представлении, но я вам его все-таки... Юрий Михайлович Калинин сегодня, как всегда, с нами. Давайте его еще раз поприветствуем его. И Юрий Михайлович приготовил нам какой-то музыкальный подарок, какой узнаем сейчас. Тоже споем все вместе. Долгожданный гитаре я тихо прилью, осторожно и бережно трону струну, и она отзовется, зазывно звеня, добротою наполни тебя и меня. Я гитару настрою, чистила, знакомой копилкой, уйду звездопад, будь счастливой, как песня, попрошу я ее, и гитара взорвется, как сердце мое. Темна, да темна, о любви говори, ой, гитарная струна. Долгожданной гитаре тихо приду, осторожно и бережно трону струну. Бывают гитары, они зазвучат, и большие оркестры покорно молчат. Темна, да темна, о любви говори, ой, гитарная струна. Аплодисменты. Юрий Михайлович Калинин, спасибо вам большое. Пожалуйста, присаживайтесь. Ну, а мы смотрим сейчас, чему же научились наши Лизетта, Лизок и Лизонька. Как они проявят себя на приеме, устроенном в их честь наставниками. Итак, внимание на нашу сцену.
думаю, сами видите, что под наблюдением... Или сейчас Лизетту приглашаем, да? Лизетта готова. Ну что ж, Лизетта, весь зал тебя ждет, мы тебе аплодируем, пожалуйста, выходи. Человека. Говорите кратко, понятно и четко. Умейте находить общий язык с любым собеседником. Важно быть вежливым, уметь слушать и правильно реагировать на слова собеседника. Наша застенчивая Лиза не только сама научилась танцевать, преодолев свои комплексы, но и внутренне изменилась. Заметила в зале девушку, которую немного обучила. Ну что ж, посмотрим. Загадывать небольшие загадки. А второй вариант, я вам могу разгадать небольшие загадки. Какой вариант выберете? Первый или второй? Давайте второй. Третий кто-то хочет выбрать. Третьего нет. Вот поднимите руки те, кто сегодня пришел в белом. Есть такие, у кого в одежде преобладает белый цвет. Есть. Девушка руку подняла, красивая брюнетка, мы нас попросим встать. Но как в белом нет, может быть, обманываете нас. В белом, правда, аплодисменты. Ну что, как вас зовут?
Лерочка, слушай, что обозначает цвет твоего наряда? Итак, белый цвет, если ты не знала, Лера, символизирует чистоту, наивность, душевность, невинность и доброту. Вот такая сегодня у нас добрая, красивая девушка пришла. Аплодисменты ей. Друзья, ну а теперь, если у нас девушка тут тоже сидит, прячется, да, от меня не спрячешься, я хочу вам сказать. Как вас зовут вы? Настюша. А вас как зовут? Валентина. Так, Валентине и Насте мы аплодируем. Валюш, вы можете присесть, а я вам расскажу, что обозначает красный цвет. Вообще красный издревле, да, значит что? Что значит, какое слово? Красивый, да. Ну, что же значит этот цвет в одежде? А он обозначает жизненную силу, энергию, любовь и, девочки, агрессивность. В сдержанных вариантах теплоту и открытость. Ну, девушка в первом ряду в кофте зеленой, это такой изумрудный, да, скорее цвет, ну зеленый из этой серии. Кто еще в зеленом? Ну вот еще, да, оттенок же зеленого, правда? Темно-зеленый, но между тем зеленый. Рассказываю. Итак, с зеленым ассоциативно связывают надежду и оптимистический настрой. Так что, мои дорогие, кто сегодня пришел в зеленом, настрой у вас должен быть оптимистический на всю вашу жизнь счастливую. Ну и надежда пусть вас не покинет. Аплодисменты всем тем, кто сегодня у нас находится здесь, на Советской. Этикета нужно обучать детей с раннего возраста. Я думаю, с этим никто не будет спорить. Это поможет им достойно вести себя в различных жизненных ситуациях. Но соблюдение правил этикета лишь внешняя сторона поведения. Если не заботиться о совершенствовании своей личности, никакой внешний лоск не замаскирует бедность внутреннего мира. Освоение хорошего тона, изысканных манер, внутренняя потребность, когда душевное богатство проявляется в отношениях с окружающими людьми. Как изменилось отношение Лизок к старшим, мы видим. А Лизетта нашла себя в воспитании и общении с детьми. Итак, встречаем Лизетту.
знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Лиза, Лиза. Ангины и простуды лучше лечат и не лучше всяких врачей. Подсадит лето и зимой, лишь улыбкой одной. Танцпол в вашем распоряжении. Не стесняйтесь, выходите и давайте немножечко потанцуем. Итак, берем танцевальную паузу. Можете смело украсить своим присутствием наш танцпол и последовательно реагируйте потрясающих маршев, которые так лихо закружили под всеми нами любимую и известную композицию. Друзья, ваши аплодисменты.
участвуем. Лизонька и поэт. Сергей Цыгляев, кто не знает. Хороший мальчик. Будут гитара и баян. Приглашаем певуней. Да? Вот тех, кто поет, всех приглашаем. Тех, кто играет, тоже приглашаем. Да, Лиза? Ну, а сейчас, друзья, мы желаем счастья вам. Песня. Докину, который у нас сегодня находится также в нашем зале. Константин, можно вас лицезреть? Уважаемые участники спектакля, зрители, гости, позвольте мне, немножко мы опоздали, в то время обещали вручить сертификат. То, что он является почетным альтруистом ОНО «Сплав» Алексею Васильевичу Моисееву. Алексей, вы его знаете, или нет? Да. Давно является музыкотерапевтом и лингвотерапевтом нашей организации. Он активный участник дискуссионно-поэтического клуба «Алый парус». Правда. Спасибо. Я по-другому скажу, я могу это говорить, но в этом нет никакой обиды, ничего. Я называю это взрослый детский сад. Это замечательно. Вот вы все превращаете, ну и я, вот какое-то детство пробуждается, флюид детства проникает, танцуете, ходите по городу, взрослым людям, которые требуют душа, потому что душа всегда моложе тела. Смотришь себя в зеркало, видишь, какой ты старый, а голова и нутро человека подскакивает. Ну, оно не соглашается с внешним обликом. Я не буду говорить долго. Спасибо, что вы выслушали мой бред маленький. Только спасибо вам за эту прекрасную бумагу. Желаю вам здоровья и оставаться всегда такими веселыми. И мы делаем все возможное, чтобы долго жить и болеть. Спасибо. Позвольте мне вручить благодарственное письмо директору театра Светлане Леонидовне Жидановой. В честь юбилея звание «Почетный альтруист» присваивается Альбине Павловне Щановой. Мы передадим данный сертификат Галине Ильич. Попросим ее и пожелать долгих лет жизни, здоровья и творчества. Спасибо. Небольшое объявление. В прошлом году, вы знаете, мы проводили турнир по национальной борьбе «Зубы-ГОШ», посвященный памяти Зосима Васильевича Панева.
В этом году Зосиму Васильевичу Павелу, учителю и видному государственному деятелю, 27 сентября исполнилось бы 100 лет. Наша организация совместно с Федерацией по комбинациональной борьбе «Зубодож» 27 сентября в этом году в этнокультурном парке села Эк будет проводить турнир. Сегодня мы записали видеоролик приглашения Владимира Владимировича Путина на наш турнир. Но примет он наше поздравление, либо не примет, это его дело. Так что все вы являетесь соучастниками наших добрых дел. Спасибо вам. Спасибо вам большое.